Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина, и сегодня мы с вами гадаем на Таро Хайндле на такую тему, что вы не знаете и не ждете. Вот чего не знаете, не ждете, вот мы это даже два отдельных пункта будем смотреть сегодня. У нас будет с вами по традиции 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Ну, начиталась в последнее время, что вот многие люди очень недовольны тем, что, видите ли, я выпускаю некоторые однопозиционные видео. Но ведь традицию 3 позиций мы с вами поддерживаем на канале, на моих каналах. Да? Вот сейчас вот это видео выйдет на канале Live, но это вы можете смотреть абсолютно точно все мои зрители. И ничего в этом страшного нет. Что же вы прям так это... Вот бывает, подходят кому-то однопозиционные, кому-то не подходят. Но вы же можете смотреть мои видео, которые выходят на 3 позиции. Эти видео никуда не делись. Плюс пасьянсы мы смотрим. Ой. Итак. Первая карта покажет, в каком вы сейчас живете аркане. И дальше будем смотреть, чего вы сейчас в жизни не знаете и не ждете, да? Вот чего не ждете, но это случится 100%. И чего вы не знаете про себя, допустим, про свое окружение. Итак, первая позиция, вот такой очень интересный флюорит. Один из прям таких самых интересных, да? Вторая позиция у нас с вами вот такой белый агат. Тоже классный вообще. Так люблю эти полоски. И третья позиция вот такой флюорит, только вот уже не фиолетовый, а зелено-фиолетовый. Такой. Нет, ну даже фиолетовый-зеленый, да, наверное. Даже с голубым. Такой прикольный. Вот, выбирайте, какой вам больше по душе. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Чего вы не знаете и не ждете, а это будет. Итак, первый у нас такой фиолетовый флюорит. И первая карта — ваше текущее состояние в жизни. Отец мечей на юге, король мечей. Ну, карта сама за себя говорит, Бог Ра. Она показывает, конечно, эта карта, что вы сейчас в очень ресурсном состоянии, но строгом, да. Но именно вот вы от других требуете дисциплины, от себя требуете выполнения каких-то своих жизненных обязанностей. Знаете, что от вас очень многое зависит. Вот именно от вашей персоны, от вашей личности очень многое зависит в жизни, может быть, окружающих людей. Но иногда, вот, допустим, для женщины от какого-то мужчины может очень много зависеть сейчас в жизни. Прям очень-очень много. Он очень важен для нее, да, он как солнце для нее такое. И я считаю как, что идет возрождение какое-то в жизни вот по этой карте. Что у мужчины, что у женщины здесь. Но у женщины за счет какого-то мужчины возрождения. Конечно, также эта карта устанавливает свои порядки. То есть вы сейчас знаете, что вы живете по определенному порядку. Вы соблюдаете определенные правила, законы. И вы хотите быть на верхушке где-то, да? Управлять. Вы хотите, может быть, даже, если у вас нет еще карьерного роста, то именно карьерный рост вот добиться в жизни, достичь вот этого вот карьерного роста. Ну, карта неплохая, я вам скажу. Солнце такое со змеей, да? Ресурсная карта. Змея — это энергия кундалини, очень мощная. Солнце, сами знаете, это символ нашей жизни. Без солнца мы никак бы не прожили. Это просто самая важная составляющая здесь. Ну, после Бога, конечно. Итак. Чего вы сейчас не знаете?
Ну вот очень важная информация, но вы не знаете. Так, принцесса жезлов, дочь жезлов на востоке, Радха. Как интересно. Испытывает поражение, 5 мечей. Вы про какую-то девушку или женщину не знаете, да, что она испытывает трудности в жизни. Не обязательно поражение. Но такое состояние реально вот как будто проигрыша чуть-чуть, да. Как бы мечи поломались, битва окончена, но такое ощущение, что даже если она в этой битве победила, но чувствует себя проигравшей, понимаете? С кем-то поконфликтовала, может быть, эта девушка или женщина. Она, эта девушка, даже, может быть, по 13-му аркану с кем-то рассталась. Она в вашем близком окружении, подруга, может быть, или родственница, хорошая знакомая. 3 кубков. Так, 3 кубков, 7 кубков. И повешенным. Но вы знаете, вот эти карты здесь показывают то, что кто-то хочет устроить праздник. Прям такой большой праздник. Вот вы об этом тоже пока не знаете. Вы об этом скоро узнаете, вас пригласят. Но ради этого праздника нужно чем-то пожертвовать. Прям мощно так пожертвовать. Особенно большой, наверное, суммой денег. То есть кто-то из ваших близких, вашего окружения, может день рождения закатывать, свадьбу, или какой-то юбилей, или корпоратив даже на работе могут закатывать в эта организация, да, но зная, что денег на это нет. Или если есть, то надо очень сильно вывернуться, чтобы эти деньги достать. Но праздника как хочется кому-то. Вот как прям хочется. Вот, ну, в общем, смотрите, как будет, получается. Девушка какая-то или женщина делиться будет, плакаться вам, да? Что с кем-то поругалась, поссорилась или даже рассталась, разорвала какие-то взаимоотношения. Или какая-то трудность у нее в жизни, что она терпит вот именно поражение, да, и чувствует, что у нее перелом жизненный. И вот второе событие, что вы не знаете, это чей-то праздник, и вас пригласят. Ладно. Чего вы даже и не ждете, а это случится, да? Гармония, 2 камней. Хорошая карта, я вам скажу. Я вам скажу, хорошая карта, да еще и с жрицей. Вот сразу же карты показывают здесь, что вы даже от себя не ждете какого-то внутреннего спокойствия в скором времени и уравновешивания некой ситуации жизненной. Вот про которую вы даже не думали, что она вообще скоро придет, эта ситуация, в норму, понимаете? Вот вы даже не догадывались, что эта ситуация скоро уравновесится каким-то образом, понимаете? Карты очень такие прикольные тем, что еще может раскрыться некоторая тайна. Вам ее расскажет, возможно, или женщина, или просто вот экстрасенс, человек, у которого есть способности, да, может рассказать тайну вам, приоткрыть завесу вашего рода, вот способностей ваших, или вообще какие-то тайны, просто какие-то секреты раскрывает. Может просто женщина какая-то, знаете, мудрая, да, раскрывает скоро какие-то чьи-то тайны, которые вот этот человек очень важен для вас. Может такое быть, что вам расскажут про кого-то, кто вам дорог, кто вас интересует, вот какие-то подробности жизни этого человека, что вы об этом человеке не знали, да? Вот, но это вы даже не ждете, что это произойдет, а женщина сядет и вот раз и начала разговаривать с вами. Конфликт у нас идет 5 жезлов с тузом мечей на юге и с луной. Какой-то спор, конфликт, скандал, может, даже скоро будет урегулирован совершенно мистическим образом. Урегулировать конфликт, спор, скандал может человек со знаком зодиака Рыбы. Вот вы не ожидаете даже от этого человека, что именно этот человек поставит точку в этом скандале, в этом споре, ссоре, конфликте. То есть будет урегулировано, но с помощью этого человека. Вы не ожидаете, что человек примет участие в том, чтобы урегулировать этот конфликт, чтобы остановить этот спор, чтобы выступить миротворцем, да? То есть вот вы будете очень удивлены тому, что кто-то защищает вас.
что кто-то вмешался и проявил участие, большое участие. Вы не ожидали, допустим, поддержки, помощи от кого-то, да? Но мне кажется, это будет по луне знак зодиака рыбы. То есть это старший аркан, обозначающий этот знак зодиака. Поэтому я думаю, что это будут рыбы. А вообще рыбы, вы знаете, у них такая мистическая особенность есть. Урегулировать чужие конфликты, споры. И мне кажется, человек вмешается просто вот по инстинктам своим. Просто потому что не может пройти мимо этого. Может помочь договориться с кем угодно, о чем угодно вам, да. И это же может быть не обязательно личный спор даже, а даже вот как по закону какой-то спор вышел там на работе там или с документами или еще как-то. Ну, такой ответ у нас по первой позиции получился. Хорошо. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Чего вы сейчас не знаете, да? И чего вы не ждете, а это случится. И вот, значит, наш белый агат такой красивый, маленький. Помните, как я его в магазине Талия покупала? Вот как раз на этом канале Live все рассказано, как я хожу куда-то, брожу. Моя однообразная, скучная жизнь. Все показано. Как я покупаю камушки, колоды. Так, ну первая карта — это ваше текущее состояние. В каком аркане вы находитесь, да? Ой. Вот это же я воплоти. Ну, посмотрите, лицо прям с моим 3 глазом. Мой знак зодиака — Козерог. Скажите, похожи ли вы на этого товарища? 15-й аркан. Вы знаете, вот тут у нас еще змея есть, в отличие от некоторых других колод. Да? Змея показывает иногда даже год змеи. Но этот наш Козерог может показывать то, что вы сейчас, 15-й аркан Козерог, да, очень привязаны к материальному миру. То есть, может, занимаетесь бизнесом, очень сосредоточены на зарабатывании денег. Или у вас с кем-то мистическая такая невероятная связь, что вы буквально кожей чувствуете какого-то человека, очень влюблены в этого человека, у вас с ним даже не просто влюбленность, а страсть такая, да, сильная привязанность. Губительная привязанность, да? Может быть, человек со знаком зодиака Козерог или человек, родившийся в год змеи, очень важны для вас сейчас. Кто-то из них, из таких людей. Тут у нас есть защитная руна Альгиз. Она тоже очень много значит. Вы сейчас, несмотря на этот аркан, да, под защитой находитесь высших сил, потому что, ну, это Таро Хайнля, это совсем другая история, да? Это вам не классическая колода. Но, да, земная энергия очень много вызывает у вас эмоций, чувств, привязанности. Все земное, телесное, все материальное, все денежное, имущество, деньги, вещи, драгоценности, чье-то тело. То есть вот что сейчас для вас очень-очень... Вы прям сфокусированы на этом. Вы не можете остановиться. Вас это тянет, да? Хорошо. Давайте посмотрим, чего вы сейчас не знаете. Сын мечей на юге. Принц мечей. Осирис. Какой-то Осирис у вас есть. Вмешательство. 8 мечей. Мужчина какой-то тут. Но кто-то вмешивается в его жизнь. Кто-то за ним, смотрите, такие глаза, да, наблюдает. Хотя, хоть он и бог, да, но на него идет поклеп, наблюдение. Кто-то за ним следит. А следит из-за того, что у него есть деньги, туз камней на западе. Понимаете, мужчина, у которого вдруг появились деньги, конечно, сразу же попадает под чье-то пристальное наблюдение, да? Его уже заприметил, да? Кто заприметил данного Осириса. А раз его заприметили, то его уже могут брать в оборот, а вы не знаете. Смотрите, будьте внимательны. Вдруг у него ваши деньги, не только свои. Так, Spider-Woman. Женщина-паук. Ну, ладно, королева мечей, камней, извиняюсь. Королева камней, как будто тут у нас плетет свою мировую паутину. Да? Женщина какая-то, королева камней.
Ладно. Материальная выгода, 9 камней. Вот может это быть женщина, которая следит за данным мужчиной и хочет от него материальную выгоду, а может отдельная информация быть, что какая-то женщина несет вам буквально в скором времени очень большую материальную выгоду. Но вы еще об этом не знаете, но она хочет, может быть, дать вам возможность заработать большие деньги или даже одарить большими деньгами, да, богатством, процветанием. Провести вам буквально денежную энергию, о которой вы мечтаете. Конечно, Spider-Woman. Ладно. Чего вы не ждете, а это 100% случится. Мир, Вселенная. Иногда в прямом значении в этой колоде может быть Вселенная. Эон. Карта Суд. Вы знаете, вот эти карты в сочетании своем в этой колоде, они показывают, что вам идет высшее благословение. Вот высшие силы, они решили вас очень мощно, вот свыше прям, да, благословить. Вам выдается, помните, я сказала, у вас есть защитная руна, Альгиз? Вам дается защита, покровительство, благословение. Может, вы этого просили. И тогда Бог или Святой, или Аватар Всевышнего, кому вы молитесь, решил дать вам это благословение на 7 поколений вперед, а может быть и больше, может на 14 поколений, на 21 поколение. Кто как дает благословение, но самое главное, чтобы вы его получили в этой жизни, сейчас, да? Вот вы какое-то высшее благословение получаете. Вы знаете, скоро что случится? Вы получите пророчество, да, какое-то. Пророчество. Так. Вы поймете, что благословение получили. Брахма. Отец жезлов на востоке. Сын кубков на севере. Персиваль. И отшельник. И отшельник. Какие интересные карты у вас. Что вы даже не ожидаете, но это случится. 2 мужчин. 2 мужчин, а может даже 3. Потому что отшельник это может быть отдельный, одинокий человек. Но если это 2 мужчин, то сын кубков у нас, принц кубков, одиночка. Являются перед вами вот как будто 2 или 3 мужчин. 2 или 3 мужчин общаются с вами, да, по какому-то поводу. Вот вы не ожидали общения с этими людьми. Этот товарищ Брахма, многоликий бог, несет вам письмо. То есть вы какое-то известие получите. Так, разочарование. Маг. И алхимия. Эти люди несут вам буквально исцеление, эти 2 мужчин несут исцеление от разочарования в каком-то активном человеке. Вы этого человека посчитали недобросовестным. Но сейчас идет исцеление от этого разочарования. Они вас с помощью этого известия и с помощью еще какой-то информации разубедят в том, что вы до этого убедились, да? То есть вы подумали про человека очень-очень плохо. Вы много раз, может быть, разочаровались в данном человеке. Ему пора реабилитироваться в ваших глазах. Вы ему не доверяли, но и вас никто не заставляет дальше доверять, но сама обида и разочарование исцеляются в вашей душе. Ну и плюс общение с этими 2-3 мужчинами очень важно для вас в принципе, потому что эти люди в чем-то помогут вам в жизни. Ну и, естественно, доставят много информации, которая очень вам нужна. Сейчас информация – это все, да, в нашей жизни, это все. Ну, вот такой ответ у нас по 2 позиции получился. Окей. А мы идем дальше, к 3 позиции. Чего вы не знаете и чего вы не ждете, а это случится 100%, да? Вот давайте, значит, смотреть. Наш флюорит такой зелено-голубо-фиолетово какой-то, да? Такой прикольный. Вот нет 2 одинаковых флюоритов, как и всех других камней, да? И первая карта – это вы сегодня.
Ну, вы у нас мать мечей на юге, королева мечей. Кто-то мне написал недавно в комментариях, что я оскорбила королеву мечей. Многие думают, что это они, что вот если у девушки или у женщины знак зодиака воздуха, значит, она точно королева мечей в каждом раскладе. Это неправда. Сейчас даже просто в вашей жизни может быть важна какая-то женщина строгих правил, да? Строгая женщина, которая других наказывает. Она мстительная может быть, она может быть вдова одинокая, разведенная женщина, она может быть строгая начальница, женщина, которая от других очень многое требует. Не всегда это женщина знака воздуха, но да, может это быть женщина знака воздуха, важна в вашей жизни. Весы, близнецы, водолей. Может это и даже вы, да? Иногда вы можете тут совпасть по знаку зодиака, я понимаю. Но на самом-то деле, конечно, карта же не показывает стопроцентной гарантии воздушного знака зодиака. Это было бы смешно и грешно, я хочу сказать. Потому что столько разных людей смотрит это видео. Вообще, вот здесь, в этой колоде, эта королева символизирует ночное небо. То есть она, видите, дугой изогнута над землей. Почему? Потому что она ночное небо. И, соответственно, вот как будто на ней прям звезды, да. И вот какая-то таинственность есть в ней. Какая-то стационарность, я бы сказала. То есть даже вот еще и мистическая женщина-то. Или вообще мистика сейчас, вот мистика вас интересует в жизни, да. Вообще что-то, может быть, вы ждете среди ночи, каких-то известий ночных или ночных даже встреч, свиданий, или куда-то среди ночи собрались. Понимаете? То есть у каждого по-своему это проиграется. Но состояние все равно ресурсное. И все-таки какая-то женская энергия, да? Хорошо. Давайте посмотрим, чего вы не знаете. Чего не знаете? Траур, тройка мечей. Это не обязательно прям в прямом смысле траур. Траур, счастье, шестерка кубков. Победа, шестерка жезлов. Вот было плохо, да, вот как будто вот было плохо, слезы, как, ну вот страдания какие-то. Что-то происходило плохое в вашей жизни. Вы даже еще не знаете, что скоро вас ждет счастье и победа, да, ну, вот взамен этих страданий. Вы даже это не знаете, но это уже практически происходит. И, соответственно, вас ждет вот прям триумф, да, победа, прям победа и счастье, и счастливые события, радость. То есть вся та энергия, которая была негативной, станет очень позитивной, очень. Вам крупно повезет в чем-то. Карты очень хорошие, светлые. На смену страданиям, на смену траура, на смену плохого всего. Ух ты, у вас еще и звезда выпала. Чего вы не знаете, да? Звезда и отвага. Вы знаете, кто-то из вашего, может быть, даже окружения в прямом смысле может получить звезду за отвагу. Даже такое может быть, судя по картам, конечно. Вы еще не знаете, что человек эту отвагу проявил. Вот. Может, это даже и вы, если вы мужчина, там, допустим, да, вот отважно что-то сделали, вам дали награду. На работе там или еще где-то. Так, ну, в жизни, да. Не всегда звезда за отвагу — это, допустим, что-то материальное. Это может даже быть что-то духовное. То есть человек отважился, что-то сделал и получил награду, но он еще не знает о том, что его ждет эта награда. Главное, что вы сейчас вот ощущаете эту энергию, да, вот потихоньку начинаете ощущать. Что-то вокруг сгустилось, собралась какая-то энергия, да, вы еще не понимаете, а что это, но вы уже чувствуете. Хорошо. Звезда иногда семеркой жезлов с отвагой, да, показывает просто в жизни идет что-то очень светлое, хорошее, исполнение мечты, желания, только сделай шаг. И вы об этом не знаете, но вы должны знать. Вы должны знать. Хорошо. Чего вы не ждете, это 100% случится. Десятка кубков, успех. Колесо фортуны. Ну ничего себе, эти две карты уже говорят, что опять же, вот вы не ждете этого, 100% не ждете, а это случится. Крупно повезет. Причем не только вам, а еще и членам вашей семьи.
Жизнь поворачивается к вам лицом, да? Вселенная на вашей стороне. Вот как будто бы все идет в вашу пользу. Совершенство 4 жезлов. Угнетение 10 жезлов. Доминион 2 жезлов. О чем говорят эти карты? Ну, конечно же, где-то в каком-то здании, да, что-то было такое, что кого-то как-то вот прижимали, может, по работе прижимали, может, в бизнесе, может быть, кого-то из ваших близких, может, вас, но скоро это пройдет, да. Вот как будто именно улучшение на работе здесь вижу, на работе. И видите, справедливость восторжествует в скором времени, и удача придет по 9 кубков, исполнится какое-то ваше желание. А вы 100% это не ждете, вот чтобы вот восторжествует эта справедливость. Особенно идет улучшение в плане денег, работы, бизнеса. То есть что-то вот такое, прям прорыв в этой сфере. И, конечно, вас ожидает очень большой успех, что вы прям ощутите вот полностью, да, ощутите этот прорыв в жизни. И, конечно, все будет очень-очень хорошо в скором времени. Карты прекрасные у вас выпали, 3-я позиция. Радуйтесь. Вы действительно скоро много чего измените в своей жизни. Ну, вот такой ответ у нас по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Там предложили сегодня, прям в личку написали: сделайте гадание на кофейной гуще. Ждем, когда же вы его сделаете? Сделаем сегодня или завтра, обязательно постараюсь записать. Но у меня еще на повестке дня запись гороскопа на июнь, как вы знаете, нужно записать. Сегодня 31 мая. Я обязана записать гороскоп на июнь. Это занимает очень много времени, но я постараюсь сделать все. Поэтому ждите выхода новых видео. И да, я продолжу выпускать однопозиционки на школе Таро. Не хочу, чтобы они вам мешали. Просто если кто-то не нравится кому-то смотреть мои однопозиционки, мое творчество новое, ну пропустите. Ну смотрите вот видео на 3 позиции, они же есть. Я же их каждый день, ну или часто, очень часто выпускаю. Ну такой ответ. Всем спасибо и до новых встреч.